этого запомнит на всю жизнь. Поэтому старайтесь, чтобы перед него вы всегда будете ухожены. Я не понимаю, ну, женщины, вы издеваетесь на мужчин. Хочу сказать так. Как, знаете? Знаете так, за хлебом они идут, за хлебом, как минимум губы покрасят, потом пойдет за хлеб. Ну вы согласны? Как минимум волосы чуть-чуть порядок привезет, потом пойдет. А вот дома перед мужем ходит халат, который там давным-давно капуста собрала в этом огороде. С этим халате ходит, волосы вот так, половина впереди, половина сзади, там, как будто вот током избили, вот. Это правда, лицо такое, уставшее, опять это вытирает, опять то это ставит. Вот знаете, ощущение такое, вот я вам серьезно говорю, женщины, когда идут на свадьбу или на чего-то-нибудь, ну ладно, наши женщины, европейцы все театры ходят, у нас редко кино ходим мы, но у нас в основном свадьба туда-сюда когда ходит, самые лучшие одежды одевают. Красивые платья, красивые, откуда-то найдет свой, это как называют, это там, чашка-машка же держит же. Корсет называется, или там бюстгальтер называется, как найдет самую лучшую, которая все поставит на место, и все одевает, сами подтянутая, вот такая, ходит такая. Ну это же вся такая. Вы это заметили? Вы знаете, а перед мужем ходит какой-то бюстгальтер, который уже один вниз смотрит, а второй вверх. Резинки давным-давно ржавели. Понимаете? Перед мужем как будто... подождите, чьи чувства надо затрагивать? Мы на улице круто одеваемся, на улице, на свадьбах, на того, чтобы вдохновить чужих глаз. А дома ходим, как будто только, можно, мы даже не только капусту чистили или картошка. Но, извините, поэтому такое происходит. Поймите меня правильно. Мужчина любит глазами. Он же такой, он любит глазами. Кто из вас заметил вот такую необычную вещь? У кого из вас бывало, что вы пошли в какую-то свадьбу или день рождения, где-то-нибудь, и вы обычно же красиво одеваетесь, идете туда. Честно скажем, в одном свадьбе я пошел, моя жена сказала, у родственника будет свадьба, приходи. Я пойду туда, свою жену не узнал. Она такая красивая. Я говорю, послушай, это честное слово. Я говорю, это ты. Поэтому я ей сказал, у меня желание еще раз жениться на тебя. Вот, это, я вам серьезно говорю, я сам по себе думаю. Вот, кто из вас заметил, что когда вы идете на такие мероприятия, жена такая, народится, такая красивая, а потом вы видите, что там, если вы заметили, женщины, если заметили, в этих мероприятиях и так далее, вот вы же сидите за столом, все общаетесь, вы заметите, что женщины более веселые в этих мероприятиях? Вы заметили? А настроение у мужчины чуть ниже. Вы это заметили? А мужчина такой, да. Если даже соседи что-то спросят, он пока не успел рот открыть, она, да, у нас такое, мы так делаем. Он, бедняк, даже за одно слово его, она 5 слов говорит. Вы это заметили? На свадьбах, на то и на того. И они тут танцуют, радуются. И вы знаете почему? Потому что она хорошо одета. Когда она хорошо одевается, она автоматическое настроение вызывает. Вот сейчас попозже мы будем женщины изучать. Вы поймете, что вызывает настроение у женщин. А бедный муж, он подсознательно не понимает. Эта дура со мной такая нервная, со мной такая хмурая, а тут такая она вообще крутая такая все. Да. Он не могут понять, что происходит, это моя жена или нет. Я же вам говорю, я сам свою жену сказал, послушай, ты, оказывается, такая крутая. Она говорит, а что я другой? Я говорю, почему дома так не оденешься? Она говорит, что дома зачем? Я говорю, это у тебя в голову кто-то забыл такое. Это наши обычаи забыли такие, понимаете? Раньше, древних времен, почему вот это ходили паранджи и так далее? Чтобы все свои вот это соблазны, красоту показать мужу. Я не говорю вам, паранджи оденьте, ходите. Но я говорю вам, чтобы не забудьте про собственный муж тоже. Это очень важно. Мужчина любит глазами. Поэтому всю красоту только дома. Натворите всю красоту дома. Хорошо? Это очень важная эмоция. Мужчинам нужна эмоция. Уловили? Теперь, всегда дайте мужчинам эмоцию. Вы дадите ему эмоцию. Скажите, пожалуйста, человек же чувствует, ему же, знаете так, ему тянет к тому человеку, с которым ему было хорошо. Я повторю, человеку всегда тянет к тому человеку,
который рядом с ним, ему было хорошо. Если рядом с ним было хорошо, человек тянет туда. Поэтому особенно мужчина всегда будет искать это эмоциональное состояние, это чувство.